Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей программы «Неделя». В ближайшие полчаса расскажем о самых важных событиях региона за минувшие 7 дней. Больше возможностей для поклонения и уединения с Творцом. В Грозном глава региона проинспектировал строительство 3 крупнейших мечетей. Расскажем, сколько всего святынь строится в Чеченской Республике. День, когда наступил мир. В регионе отпраздновали 15-летие отмены режима КТО. Награды и в этой жизни, и в следующей. В Грозном подарили велосипеды детям, посещавшим мечеть на утренний намаз. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Хайтанаев, который рассказал о всеобъемлющей милости Всевышнего. دحني تخلول إز ديخ تخلول إز تان دحل لتش خل بوش بول غازوة ديش خل بوش بولش نيخه لا أكفرن عنهم سيئاتهم بوخ دال تيرق إنواش حق دعو آخر مدوشة تيرق إنواش يجدز عني عير مواتشا بوخ الله دال عز وجل يلس من ينشلور يحون شاتان شن بوخ عليش خل دوش دول تات ورش دوش بوخ الله دال عز وجل ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله ديلير ميل بحونتان شا يلسمنيت بيشخل بوش بول بيقم شيغر ميل بحونتان خلش بك الله ديلي عم ابو اقوري يقيال خزخل بوش بول ميل بوح الله دال تو ويسخل الله دال شا تو اوكراين مخكح قحوك شخل بوش بول ويبوسوب وجري الله دال طولم رويلتان الله دال كدا قيل سير تو ويسخل الله دال بوسوب ناخن نوخشي قومن يحكم бош тулман байрак ёрш дал цаберз пурблойлцан. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву под руководством Абдурахима Мутушева. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Рамзан Хаджи Кадыров посетил строительные площадки 3 крупнейших мечетей Грозного. В инспекционной поездке его сопровождал помощник главы Чеченской Республики Амруди Эдильгириев. Святыни возводятся за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Все они являются настоящим архитектурным шедевром. Подробности далее в сюжете. В Байсангуровском районе Грозного возводится одна из крупнейших мечетей столицы. Оценить масштаб работ на объекте прибыл Рамзан Хаджи Кадыров. Инспекция показала, что внешняя отделка святыни подходит к концу, и в скором времени рабочие приступят к внутренним помещениям. В поездке руководителя региона сопровождает помощник главы Чеченской Республики Амруди Эдильгириев. Проверил глава региона и мечеть, которая возводится на проспекте Мухаммада Али. Она сможет вместить около 4500 человек. Названа же будет в честь выдающихся сынов чеченского народа – Юсупа, Рамзана, Хасайна, Алхазура и Абубакара. Они были близкими соратниками первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. В завершении инспекции Рамзан Хаджи Кадыров проверил ход строительных работ по возведению мечети в новом районе столицы. На данном этапе идет подготовка котлована. Все святыни строятся за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Всего же в Чеченской Республике около 1500 мечетей и еще более 130 на стадии строительства. Глава региона поблагодарил президента фонда Аймани Несиевну за оказываемую помощь. Ислам Ершов, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя».
В Грозном открыли дворец торжеств ивент-агентства «Ирседе». Участие в торжественном мероприятии принял глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. В ходе грандиозного шоу состоялась презентация фирменных блюд от команды «Ирседе», которые будут входить в меню для посетителей. Также гостям презентовали книгу о семейных ценностях «Ирседе». Подробнее в сюжете Дианы Хармуш. Еще одним украшением столицы республики стал дворец торжеств ивент-агентства «Ирседе». На его открытии собрались общественные и политические деятели региона, творческие коллективы ансамблей «Нохчу и Войнах», артисты Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова и известные блогеры страны. Такое грандиозное мероприятие, грандиозный ресторан. Уверен, что уже все торжества будут проводиться вот здесь, в этом ресторане. Впечатления самые лучшие. Впечатления просто нереальные, потому что само начало, оно такое удивительное, роскошное. Я прям в предвкушении, что будет дальше. Гостей самого красивого ресторана республики ждет великолепная атмосфера, изысканные блюда и лучшее обслуживание грамотного персонала и банкетной службы. Мебель для ресторана была изготовлена в единственном экземпляре. Банкетный зал «Ирседе» располагается в самом центре Грозного. В нем созданы все условия для проведения праздничных мероприятий и свадебных торжеств. Сам же ресторан сможет одновременно принимать до 500 гостей, а в будущем планируется увеличить число посадочных мест. На открытии банкетного зала «Ирседе Резиденс» почетным гостем стал глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. Внимание! Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Гостей торжества ожидало множество приятных сюрпризов. Нажав на красную кнопку, глава республики дает старт торжественному вечеру. Для торжественного открытия приглашается глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Уважаемый Рамзан Ахматович просит вам сдать старт работе нашего дворца торжеств и нажать на эту большую красную кнопку. Инициатором этого грандиозного проекта является заместитель председателя правительства по социальному блоку Айшат Кадырова. С первых дней она курировала процесс строительства и участвовала в разработке дизайна проекта. Все, чего она касается, превращается в шедевр. Ее вклад в поддержку и развитие культурных и образовательных проектов региона неоценим. Айшат Рамзановна Кадырова, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, является тем человеком, чья деятельность оказывает значительное влияние на развитие культуры и искусства. Список направлений, которые она взяла под свою добрую опеку, очень обширен, но в сфере культуры, мы считаем, повезло больше всего. Она проявляет заботу о культурных ценностях Чеченской Республики и стремится сохранить их для будущих поколений. С приветственным словом перед гостями выступила помощник министра культуры Чеченской Республики, директор ивент-агентства «Ирседе» Илина Муртазова. Она поблагодарила главу республики Рамзана Хаджи Кадырова и заместителя председателя правительства по социальному блоку Айшат Кадырову за всестороннюю помощь и поддержку в реализации проекта. Мне хотелось бы поблагодарить главу Чеченской Республики за все благо, которое он делает для всех нас, для всех работников культуры, для всего своего народа. Сегодня уважаемая Айшат Рамзановна – это человек, которая с самого начала была рядом с нами, которая затеяла всю эту работу, без которой сегодня этой красоты не было бы этого праздника и, конечно, не было бы своего здания у агентства «Ирседе», своего офиса. Мы очень благодарны Айшат Дересхалон. После официальной части повара ресторана презентовали свои фирменные блюда. Праздничный вечер сопровождался исполнением музыкальных композиций известных артистов со всего Северного Кавказа. В ходе мероприятия по указу главы республики Лему Нальгиеву удостоили почетным званием «Заслуженный артист Чеченской Республики». Огромное вам спасибо, для меня большая честь и огромное удовольствие на таком грандиозном открытии получить звание такого масштаба. Это почетное звание.
Одной из главных изюминок вечера стала презентация книги Ирседе. Она рассказывает о создании семьи и о важности семейных отношений. Это книга – сборник чеченских адатов, которые имеют глубокие многовековые корни, отражающие особенности взаимоотношений в чеченском обществе и народные ценности. В завершении торжества собравшихся угостили праздничным тортом. Также гостям передали подарочные наборы с книгой Ирседе и десерты в виде ресторана. Диана Харм, Шада Михяев, Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном отметили День мира. В торжественном мероприятии принял участие глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. Оно прошло во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Ряд религиозных, политических и общественных деятелей наградили высокими наградами. Хава Айдамирова расскажет подробно. Отметить 15-летнюю годовщину со дня отмены КТО в Чеченской Республике во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева собрались глава региона Рамзан Хаджи Кадыров, представители власти, духовенства и общественные деятели республики. С приветственным словом выступил руководитель администрации главы и правительства Галас Таймасханов. Он отметил важную роль Ахмата Хаджи Кадырова на пути мира и процветания. Отмена режима КТО стала новым витком мирного и созидательного пути, начатым первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмат Хаджи Кадыровым. Ахмат Хаджи Кадыров возглавил борьбу против губительной идеологии террористов, сумел объединить разрозненный народ вокруг единой цели и указал правильный путь. Благодаря Ахмат Хаджи на многострадальной чеченской земле наступил мир. Мы получили возможность строить мечети, школы хафизов, медресе, создавать исламские университеты, а также свободно исповедовать свою религию. Рамзан Хаджи Кадыров поздравил всех жителей республики и подчеркнул важность этого дня в истории региона. Этим днем каждый тракторист, футболист, боксер, комбайнер, башуляс, и, конечно, военные. Каждый может гордиться этим днем. Мы вместе пришли к этому дню. И сегодня мы называем этого дня День единения, День согласия. Мы все вместе реализовали планы нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ахмат Хаджи Кадыров и его команда заложили не только камень, залили фундамент. Мы дальше просто строим на этом фундаменте стройку. И нам абсолютно не трудно строить. И абсолютно мы не боимся, что будет трещина, что будет где-то неправильно уголь. И мы уверенно строим и уверенно идем вперед. В ходе мероприятия Рамзан Хаджи Кадыров передал почетные грамоты президента Российской Федерации, муфтию региона Салаху Хаджи Межиеву и председателю избирательной комиссии Чеченской Республики Умару Байханову. Распоряжением президента Российской Федерации за большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений награждается почетной грамотой президента Российской Федерации Межиев Салах Митаевич, муфтий Чеченской Республики. За большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу награждается почетной грамотой президента Российской Федерации Байханов Умар Баудинович, председатель избирательной комиссии Чеченской Республики.
Также благодарственное письмо президента страны передали директору территориального фонда обязательного медицинского страхования Денилбеку Абдулазизову. Здесь же присвоено звание Герой Чеченской Республики Онах командиру батальона «Восток» Ахмат Министерства обороны Российской Федерации Вахе Хамбулатову. Ряд отличившихся деятелей удостоились медалей за заслуги перед Чеченской Республикой и благодарственных писем главы региона. За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявляется благодарность президента Российской Федерации Абдулазиеву Денилбеку Шервановичу, директору территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики. В своем выступлении муфтий региона Салах Хаджи Межиев рассказал о значимости этого события для чеченского народа. ديلا شيء نعمة حيخ در ديز شو نعمة حيخ در إذا خستم برادو خم برادو يحون خير. Мероприятие продолжила концертная программа. На сцене выступили известные артисты и музыкальные коллективы. День отмены КТО стал днем празднования победы над терроризмом, днем справедливости и мира. Этот день напомнил всем о значимости объединения и усилий каждого человека для создания стойкого и процветающего общества. Хава Айдамирова, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев. Неделя. 15-ю годовщину со дня отмены КТО отметили и в Миннацинформ Чеченской Республики. В актовом зале министерства собрались государственные и общественные деятели республики, среди которых помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он подчеркнул историческую значимость этой даты для чеченского народа. رمضان عشت كمان نوش قوم وإيشنا كتيريزم إمو تيريزم الشيء هو صح الله جروبي روكشن ياخد لا شيء قبض عالشورش شيء عن долгосрочные планы, стратегии разработаны, различные сценарии по расшатыванию ситуации во всей стране. С далеко идущими планами, с возможностями, с ресурсами, с финансированием и организацией. Шух ночи чувак террористический, да, ночи чувак и терроризм, экстремизм, и жеин подчистую, цуно муах хацанин ишт. Воночи шуасантан, уэнгушил развитие, стабильность, процветание, юльшметку, удунян дахрият, яят, уэнига. В ходе мероприятия представители органов государственной и муниципальной власти, общественных и религиозных организаций наградили благодарственными письмами за вклад в возрождение и развитие региона. Также прошла концертная программа. В этом году, 16 числа, уже 15 лет со дня отмены КТО в республике. Кто прошел эти тяжелые годы, он, конечно, со слезами на глазах вспоминает, как трудно было работать. Вот представьте себе, вот каждый маршрут машины через 15-16 постов проезжал, а это иногда часами длились очереди, кроме всех остальных сложностей, отсутствия воды, отсутствия инфраструктуры. Поэтому, находясь сегодня среди прекрасных зданий, в красивой республике, видя, как наши дети, внуки учатся, развиваются, у них есть все необходимое, мы радуемся, благодарим за то, что созданы такие условия, и поздравляем всех жителей республики с 15-летней годовщиной отмены КТО. В Грозном открыли медресе на почти 300 учащихся. Учебное заведение построили за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В торжественной церемонии приняли участие муфтий региона Салах Хаджи Межиев, мэр Грозного Хасмагомед Кадыров и другие официальные лица. После торжественной части собравшиеся прочитали дуа, прося Всевышнего о милости и милосердии для мусульман.
Открытие медресе в Шейх-Мансуровском районе Грозного началось с чтения аятов из Священного Корана. С приветственным словом перед собравшимися выступил советник главы региона Салах Хаджи Межиев. Он отметил огромную поддержку со стороны президента регионального общественного фонда Аймани Кадыровой в создании условий для изучения религии ислам. ديل ويت خير والش أغوار رخل ديش دوي ديل خيرش ليل وشتك ديل دعادلش رزق الوش دال عالش ويل ويباتش رمضان حاج دال ديكنس بيخنبيل دال ساغ غيل الحجر دال ساغ غيل الحجر ويمخنان أيمان حاجي دال ساغ دويل ميلدشتك После официальной части собравшиеся прочитали дуа, затем они осмотрели здание медресе. В нем предусмотрены все условия для качественного образовательного процесса. Имеются 8 учебных классов, кабинеты для педагогов и служебные помещения. Строительство этого медресе началось в прошлом году. Возводилось оно за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Открытие нового медресе стало значимым событием для жителей Грозного. Религиозное учреждение сможет принять около 300 мутаалимов. Символично, что медресе открыли важную для всей республики дату – День мира. طبعا باتش يرسن يلش المتكش دعي تواشا يرسن متكش علم عام متكش ياتو باش متكش خزي اشخلشا بوصل بشناغنا يحدو بوصل بناغنا لقي الولدال قان دودوش قيمتنا خاطر دو يرسن يلش الخزين متكش يلش متع اشقارن هون عامر اشياء دين هون عامر اشياء يلشني دعي دعاء تندوش القران ديش يا خزدر يا اشي ليلو هون تدري الوجدال قيمتنا خاطر دو جوابتو يخردو تندلا لقي الوجدال ديل يلشا شيء استاذ ريد وباتشانا خول وفونت كيغا يلشا ايماننا خول دال ديكنز بيقم بول هرسن دوما ويقاتش ويخونا تلرد ديس كوندول ديس ويبيش عامي تقوشو حدا ده قوشو دادل ديشيت ويتعلن قيتش قاتشو ليلو يسبو يدو ويتع. Новое медресе построено рядом с мечетью имени шейха Дени Арсанова. Диана Хармуш, имам Юсупов, Аслан Висхаев. Неделя. В Гудурмесе распахнула свои двери новая мечеть имени Исы Бисаева. Она рассчитана на 2500 человек. В церемонии открытия принял участие муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. Святыню возвели меньше, чем за год. Профинансировал строительство региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. После церемонии открытия гости совершили в мечети первый пятничный намаз и прочитали мавлид. Подробнее в следующем материале. Открытие новой мечети в Гудурмесском районе стало большим подарком для местных жителей. Все они с нетерпением ждали окончания строительства. Поздравить их с этим событием приехал муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. ماجدك شينت إلى شول متك خيش لا تسان إيه يرول شات ماجدك قعد إير دعاق شيء إلا دال ماجدك لورش تصنتي هو يول شول استقل ورستقل تي حلقات شلت ماجدك لورش دو Эта мечеть будет носить имя Исы Бисаева. Он был командиром взвода тогда еще батальона «Север». За все время службы он отличался крайней ответственностью и мужеством и ни на секунду не сомневаясь в своих убеждениях отдал жизнь на пути Ахмада Хаджи Кадырова. وأحمد حجيزر خلفون ديناتن كيقول خويلج أيماننا ومهكنان وباتشين رمزاننا الله رز خليل. После церемонии открытия собравшиеся прочитали дуа и совершили в новой мечети пятничный намаз. Проповедь прочитал Салах Хаджи Межиев. После верующие прочитали мавлид, восхваляя Всевышнего.
يرنيل نعمة دوخ نعمته الحمد لله خاستم دال بوي شكر دال دوي يردال وين دين نورشتال ديك وزغل وجدال نعمة دوخل دال صو دوخل وإيش مدويلوي وزغل وجدال قبول ساعديل ويمخنان أيمان عجي وزغل وجدال قبول ساعديل ويمخدي ويباتش عرمنان عجي مبوخ بولبو يردشتول ماجدكش يرنعمتش وقلنا خاصة بنا ويروات خم بنا ويروات ديل شاوشون بيكون مахват турбац. Все расходы на строительство взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Халимат Шахидова, Адам Арсанукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном детям, посещавшим мечеть «Сердце Чечни» на утренний намаз в месяц Рамадан, подарили велосипеды. Акция прошла по инициативе министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Всего двухколесный транспорт получили 200 ребят. В течение всего месяца Рамадан 11-летний Амир Атаев посещал утреннюю молитву. За это он и еще около 200 ребят получили новые велосипеды. Такой подарок им сделал региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Встретился с детьми и лично передал подарки министр Чеченской Республики по делам молодежи и инициатор акции Ахмат Кадыров. Он похвалил ребят за стойкость и упорство в соблюдении основ религии в столь юном возрасте. Рады такому подарку были не только дети, но и их родители. إيمان إسلام حلق حارئ شين مس آغور شين دلوش آغور تدشتول غناق أستلا مسكشنا غوشنا تمل دشتك تخن إلن والل ديتن تولل دخم دوز دمل حجن مهتك وين قوش تخن وي أسلوبيش تخن وي مل دخما دبات حروي شاتر. Такие подарки тем, кто посещает утреннюю молитву, делают каждый год в месяц Рамадан. Эти новенькие велосипеды – долгожданный подарок для детей. Такого рода акции мотивируют подрастающее поколение на достижение новых целей и вдохновляют быть стойкими в религии. Халимат Шахидова, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозненском центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова стартовала ежегодная эстафета «Знамя Победы». Она проходит в рамках празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие министр образования и науки Чеченской Республики Ходжбау Дитаев, министр по физической культуре и спорту Иса Ибрагимов, председатель региональной общественной организации Республиканского совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Майрбек Исмаилов. Ежегодно в канун 9 мая, Дня Победы, по всей нашей стране проводится большой цикл мероприятий, приуроченных к победе 9 мая, победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. И Чеченская Республика, конечно же, не только не остается в стороне, но является одним из тех субъектов, в которых наиболее активно и ярко проводятся такие мероприятия. Точная копия знаменитого флага, поднятого на Рейхстаге, будет передана из одной школы в другую по всем городам и районам региона. А 9 мая, в День Победы, его торжественно вернут в Грозный. В Грозном прошла всероссийская патриотическая акция «Я вернулся, мама». Чтобы принять участие в ней, в Грозный прибыла делегация из Северной Осетии Алании, в составе которой дочь героя Великой Отечественной войны Хасако Хасроева. Члены делегации посетили кладбище братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистами на подступах к Грозному. Гости почтили память героев и возложили цветы к памятнику. Все было уже позабыто, безнадежно. И вдруг Чеченская Республика объявляет, что нашелся без вести пропавший именно Хосроев Хасако Батырбекович. С такими подробностями был в 303-м госпитале, скончался в 43-м году, 18 апреля, от ран. А до этого мои родные получили от него письмо. И вот в письме писал: «Вам будет тяжело, но держитесь.
это такая война, откуда очень тяжело выбраться. Мы же знаем, какие бои были в Грозном. Он был такой, патриот был своей родины. Организаторами акции выступили благотворительный фонд «Рука помощи» при поддержке Министерства национальной политики Республики Северная Осетия Алания и Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Цель акции «Я вернулся, мама» – найти родственников всех героев, отдавших свою жизнь в 1942 году в битве за город Грозный, которые покоятся в братских могилах на территории Чеченской Республики. Мы сегодня живем среди героев. У нас огромное количество новых имен героев. Вот живя с великими людьми, мы к ним привыкаем, но надо всегда помнить, что герой всегда приносит себя в жертву. Если мы будем вспоминать наших героев, герой нашей новейшей истории – это Ахмад Хаджи Кадыров, который принес себя в жертву ради мира на земле и ради сохранения России. Позже делегация посетила мемориальный комплекс славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Гости возложили цветы к мемориальной плите. Также для делегации провели экскурсию по комплексу. В Грозном состоялось заседание Президиума Ассоциации российских дипломатов. Основная тема – роль и потенциальные возможности российских регионов в противостоянии агрессивным действиям Запада на примере Чеченской Республики. В мероприятии приняли участие помощник главы Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, председатель Ассоциации российских дипломатов Игорь Халивинский, дипломаты, эксперты и общественные деятели. Участники выступили с докладами, где рассмотрели наиболее актуальные вопросы противодействия агрессии со стороны Запада. Тема выездного заседания, она так или иначе касается специальной военной операции. Хочу отметить, что Чеченская Республика буквально с первых дней проведения специальной военной операции во главе с Рамзаном Ачем Кадыровым, с нашим национальным лидером, вовлечена целиком в достижение целей специальной военной операции. Рамзан Амач Кадыров одним из первых принципиально однозначно поддержал решение президента страны, верховного главнокомандующего. Весь чеченский народ поддержал решение президента. На протяжении этих 2 лет все организации, министерства, муниципальные власти, комитеты в республике по поручению Рамзана Амача Кадырова целиком сфокусированы на достижении задач СВО. В Грозном презентовали книгу «Алибек Хаджи». Автор труда – народный писатель Чеченской Республики Асламбек Тугусов. Мероприятие посетили такие почетные гости, как министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, министр образования Ходжбау Дидаев, писатели Чеченской Республики и гости из других регионов. Начиная с этого, с деформации, с реконструкции истории, исторических фактов. И в данном контексте вот эта работа, вся деятельность Союза писателей, объявленный год истории главой республики, они целиком и полностью отвечают сегодняшним вызовам, которые стоят перед нашим народом. И вот в данном контексте работа нашего брата, автора этой книги, она бесценна. Она в шкале приоритетов играет ключевую роль. Поэма повествует о легендарном Алибеке Хаджи Алдамове, чеченском герое, который был 4-м и самым молодым имамом Северного Кавказа. Если у тебя нет прошлого, значит нет будущего. Мы, чтобы лучше ориентироваться в нашем будущем, мы должны знать свое прошлое. Мы должны знать своих исторических героев, какими тернистыми этапами, какими путями мы пришли вот к нашей сегодняшней действительности, к нашему равноправному нахождению вот в объекте России. А у меня пока на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.